Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для львов. Посмотрим прогноз на колоде Таро, на колоде Цыганской. И сначала основные события. Самое важное, самое главное влияние на львов на этой неделе. Так, здесь у нас девятка пентаклей. Отношения, работа, финансы, совет. Теперь добавим из цыганской колоды карт. Достанем 3 карты на отношения. Три карты на работу. 2 карты на финансы. Итак, у львов на этой неделе какие-то важные достижения в плане материальном, в плане финансов, в плане недвижимости, может быть, покупка, продажа, могут быть какие-то очень значимые покупки, довольно-таки дорогостоящие, да. Вот карта девятка говорит о том, что вы можете достичь того, к чему давно стремились. Это может быть завершение какого-то важного проекта. Здесь может быть тема регистрации, перерегистрации, да, то есть, может быть, если у вас закончилось время действия каких-то документов, то есть, если их нужно будет переоформлять, может быть, это с недвижимостью связано. В общем, карта говорит о том, что должен быть какой-то очень хороший доход. Карта говорит о том, что может быть много приятного на этой неделе. Скорее всего, это связано с карьерой, это связано с деньгами. В общем, это то, что мы сделали сами, то, что мы вложили свой труд в деятельность, да, это дает результаты наконец-то. Ну и также карта роста, то есть карта говорит о том, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно уже думать о том, куда двигаться дальше. Для отношений выпадает девятка чаш, карта исполнения желаний. Карта говорит о том, что вы будете очень удовлетворены тем, что имеете. Кроме того, у вас еще и в отношениях такая удача. То есть, если вы планировали что-то важное, может быть, решить какой-то вопрос со своим партнером, может быть, сделать предложение, там, заключить брак. В общем, все, что касается ваших взаимоотношений, здесь как раз удача. Эта карта у нас астрологически связана с Юпитером в рыбах. Да? Рыбы – это как раз то, что привычное у вас было, а Юпитер – это удача, да? То есть удача и какие-то новые начинания. Поэтому воспользуйтесь временем. Если вы, конечно же, не захотите что-то менять, то тогда эта карта может проиграться отрицательно. То есть вы можете в отношениях что-то потерять тогда, либо что-то закроется для вас, какая-то возможность, какая-то удача. То есть если Юпитер на этой неделе, планета расширения, удачи, выигрышей, она у вас в отношениях, нужно этим пользоваться. Для тех, кто в поиске партнера, десятка бубновая говорит о том, что вы можете, в принципе, познакомиться через интернет, вы можете познакомиться как-то по переписке, по интересам можете встретить человека. Если, допустим, вы где-то учитесь в какой-то группе по интересам, то вполне может произойти такая встреча. Ну и вообще, если сегодня все-таки, на этой неделе все-таки встреча произойдет, то человек будет очень умный, человек будет очень мудрый, и с ним будет очень интересно общаться. Да? То есть это больше человек, который направлен на развитие, на обучение, такой характер у него. Для тех, кто в паре, девятка бубновая выпадает, карта говорит о том, что наступил момент,
что-то менять. Наступил момент, кстати, вот у нас тоже девятка, да, общая. Наступил момент решать какие-то вопросы, связанные с деньгами. То есть ваша пара, да, и деньги. Все-таки это важный какой-то для вас вопрос, связанный с финансами, с недвижимостью. В общем, все, что касается материального плана. И вот очень удачно решать эти вопросы на этой неделе. То есть, если вы откладывали что-то, то вот подумайте, как вам лучше это реализовать, потому что действительно удача вот именно вот в деньгах, в недвижимости для вашей пары. Может быть, стоит поискать, допустим, и в ипотеке, ну и в общем, поискать недвижимость по ипотеке, либо поискать подходящее жилье, если вот у вас уже денежки есть, да. Здесь также есть возможность получения каких-то денег от там бабушек, дедушек, да, может быть, как наследство может приходить. Вот это, кстати, тоже карта с наследством связанная. То есть, смотрите, вот какой-то денежный вопрос и вопрос, связанный с недвижимостью, вполне можно как-то удовлетворительно решить на этой неделе. Для тех, кто в ссоре, выпадает король бубновый, карта тоже говорит о том, что ваши отношения может спасти какой-то подарок, сюрприз, что-то неожиданное сделаете для своего партнера, приятное, да, и можете помириться. Кроме того, вот эта карта, она у нас связана и с подсознанием, то есть может быть, нужно что-то проанализировать, да, может быть, нужно, ну, кстати, вот можно сходить, допустим, посоветоваться с психологом, да, как лучше себя вести, тоже вот как бы работа с подсознанием очень удачная. Для работы выпадает семерка пентаклей. Карта говорит о том, что на работе, в принципе, все в порядке, но, скорее всего, еще не закончено что-то, не закончен проект, не закончен месяц, то есть рано еще получать зарплату. Может быть, какую-то часть вы можете получить денег, но как бы не все еще, да, то есть нужно еще подождать. Кроме того, карта семерка связана с партнерством, то есть нужно уметь работать в команде, нужно уметь быть частью коллектива, тогда все будет хорошо. А для тех, кто в поиске работы, выпадает тройка трефовая, карта говорит о том, что вы можете, в принципе, получить результат ваших поисков, если вы давно уже ищете работу, если вы уже давно вкладывались в это направление, то есть возможность. Кроме того, вы можете получить работу, которая даст вам возможность расти. Может быть, руководящую должность можете со временем получить, либо сразу. Для тех, кто работает, десятка червовая говорит тоже о партнерстве, о том, что очень важно опираться на коллектив, на тех людей, которые рядом, и тогда, и, кстати, вот нужно обязательно быть искренним, честным, открытым, может быть, нужна кому-то помощь из вашего окружения, от вас, может быть, нужно просто какое-то понимание включить, да, может быть, человек, допустим, рядом с вами как-то ошибся, и вам нужно, не поссориться с ним, допустим, а войти в его положение, понять, поддержать, помочь. Может быть, здесь у кого-то, допустим, из ваших коллег там не достает денег, и вы можете, допустим, им помочь в этом, то есть на какой-то период, допустим, помочь деньгами. Кроме того, карта говорит о том, что вы должны очень ответственно относиться к своей работе. И здесь, кстати, вопрос безопасности еще встает. Если вы материально ответственное лицо, то нужно быть очень внимательными. Могут быть какие-то проблемы, связанные с безопасностью финансов. И раз это связано с вами, то может как-то повлиять на вашу судьбу, да, на вашу жизнь. То есть проблема информации вернее, проблема безопасности, здесь нужно обязательно уделять им внимание. Для тех, у кого свое дело, семерка бубновая выпадает, карта говорит о том, что у вас сейчас уже прямо заканчивается близится к завершению какой-то проект, который впоследствии принесет вам много денег. То есть, если вы, допустим, на этой неделе захотите
все бросить, вот просто устали, вам кажется, уже ничего не получается, вы столько вложились. Вот карты говорят, нет, вот доделайте до конца, и будет у вас то, что вы хотите. Это знаете, как дом достроить, да? Когда у нас доделки какие-то остаются, они отнимают больше всего сил, больше всего времени, денег. И вот уже хочется как бы оставить это и дать себе время отдохнуть. Вот нет, нужно доделать до конца, чтобы уже почувствовать полное удовлетворение. Карта связана с частичным каким-то доходом. И, может быть, вы какую-то свою часть, свою долю можете получить, если, допустим, вы в партнерстве работаете. Ну, в любом случае, карта неплохая, просто требует вот вложения сил. Также карта говорит еще и о власти, да, может быть, придется договариваться с властями, с какими-то, может быть, важными людьми, чиновниками и так далее для решения какого-то вашего вопроса, да, для того, чтобы вот завершить вот это дело, нужно будет, возможно, решать и такого рода вопросы. Для финансов выпадает 6 мечей, то есть все меняется в финансах. Для тех, кто работает, да, для тех, у кого зарплата, здесь может быть временно какое-то безденежье, скажем так, да, то есть недоступность средств, может быть, вы их потратили на что-то, на обучение, на семью, на какие-то поездки, на развлечения, и вот вам сейчас сложно без денег. Вот карта говорит о том, что, скорее всего, на этой неделе вы их не получите, если только вот как бы просить специально, да. Вот 5 трефовая. Так, сейчас еще какие варианты у нас тут. Ну, во-первых, здесь у нас Меркурий участвует, да. Меркурий – это как бы движение, информация, коммуникации, звонки. Ну, короче, нужно посуетиться, поработать, и будут деньги, да. Ну и, конечно, обратиться за помощью, если это необходимо. Для тех, кто своим делом занимается, может быть вот какое-то неожиданное поступление денег, может быть выигрыш, может быть, знаете, то, что вы не заработали, да, от партнера, допустим, может что-то прийти, как подарок, может быть, какие-то клиенты появятся, которые, которых вы даже не ожидали у себя увидеть, да, а может быть, это карта и трат, то есть, может быть, вы просто тратите на этой неделе деньги на поездки, на развлечения, на что-то новое, на обучение, кстати, тоже здесь может быть вполне. Но в любом случае, как-то легко вы относитесь к деньгам, и, может быть, это и неправильно. Может быть, вам нужно все-таки поменять как бы отношение к деньгам и более осознанно к этому относиться, считать, да, может быть, подумать о каких-то новых направлениях. Если вам нужно тратить, то есть у вас большие траты, значит, нужно подумать, как больше зарабатывать. Совет для львов на эту неделю — король пентаклей. Карта говорит о том, что для вас самое важное на этой неделе – это материальный аспект, это ваше положение в обществе, в социуме, в семье, да. То есть карта говорит о том, что если вы уверены в чем-то, уверены в своей правоте, в своих целях, в общем, уверены в своей позиции, то нужно ее обязательно отстаивать. То есть у вас есть власть решить вопросы с недвижимостью. У вас есть власть решить вопросы с финансами, с деньгами. Если у вас свое дело, так у вас вообще тут самая замечательная неделя для того, чтобы как-то продвинуться в этой сфере. В общем, если у вас есть вопросы, кстати, с безопасностью тоже там вашего жилища, бизнеса, отношений, да, то есть нужно вот решать вопросы. То есть вам нужно, вот какой ориентир на этой неделе? Нужно чувствовать себя комфортно, спокойно, чтобы у вас было как бы вокруг вас все необходимое, и чтобы в отношениях тоже было взаимопонимание. То есть нужно вот такую позицию занимать и к ней стремиться. Вот карты советуют все делать для этого. Кроме того, если есть какие-то нерешенные вопросы, сложности, да, обращаться
к тем людям, которые имеют влияние, которые могут решить вопрос, которые обладают властью, там, чиновники, какие-то государственные учреждения, да, то есть если, допустим, у вас есть какая-то нужда, и вы не можете сами этот вопрос решить, то тогда необходимо использовать помощь. Обязательно. То есть нельзя бояться, нельзя стесняться. Это просто необходимо. То есть для вас это только на пользу. Друзья, желаю вам прекрасной недели. Всего вам доброго. До новых встреч.